Здравствуйте! Вы смотрите программу «История в настоящем». С вами я, журналист Лана Ильина. И сегодня у нас состоится разговор с первым заместителем председателя правительства Республики Саха-Якутия, постоянным представителем Республики Саха-Якутия при президенте Российской Федерации Андреем Федотовым. Вы руководите Единым координационным центром в Москве. Единый координационный центр был создан решением главы республики Арсения Сергеевича Николаева еще в октябре прошлого года, фактически сразу после объявления частичной мобилизации. Это было связано с тем, что, конечно, вот мобилизация у нас не проводилась со времен Великой Отечественной войны. И для многих она оказалась неожиданной. И, конечно, необходимо было, чтобы власти и общество наше, гражданские активисты как-то оперативно и правильно среагировали на те действительно глобальные изменения, которые произошли сегодня и в стране, и в мире, ну и, конечно, у нас в республике, и в каждой семье. Когда прошел первый этап частичной мобилизации, в это время было принято решение о создании опорных пунктов на территории СВО. На сегодняшний день их действует 3. И задача их главная – это обеспечение ежедневной связи с нашими военнослужащими. Фактически все военнослужащие сегодня, наверное, знают уже о работе этих опорных пунктов. По крайней мере, по нашим наблюдениям, по нашей внутренней статистике, мы сегодня реагируем на любое обращение военнослужащих, прежде всего, ну и близких их семей, в течение 2, 3, 4 дней. Мы можем выяснить судьбу любого нашего военнослужащего. Этому способствует и опыт, накопившийся в работе сотрудников опорных пунктов, ну и, конечно, устойчивые рабочие связи с командованием всех уровней. Я наблюдаю за этим с весны прошлого года. Армия изменилась радикальным образом. И с точки зрения тактики, стратегии, с точки зрения обеспечения, вооружения, психологического состояния. Мы в этом году, значит, отмечали и поздравляли друг друга с тем, что у нас появилось 3 героя Российской Федерации. Сегодня очень много кавалеров орденов мужества за заслуги перед Отечеством, боевых медалей. Это отмечают и руководители новых регионов нашей страны, особенно Донецкой, Луганской республик, которые тоже награждают наших воинов соответствующими медалями. Ну и не только воинов, и тех, кто занимается ремонтно-восстановительными работами в освобожденных территориях, кто сегодня несет службу в рядах органов правопорядка. Это прежде всего росгвардейцы, это прежде всего сотрудники следственных органов. Наши якутяне тоже и там трудятся. Андрей Сантаминович, мы знаем, что получившие травмы и ранения участники СВО находятся в центре внимания постоянного представительства в Москве. Расскажите, пожалуйста, об этом. Наши врачи особенно отличились за это время. Вот один из первых опорных пунктов у нас появился, это, конечно, в Москве по работе с ранеными. Да, стали в госпитале Бурденко, Вишневского имени Кирова в Санкт-Петербурге поступать раненые. И сразу появились волонтеры, которые фактически ежедневно посещали их, поддерживали. Тогда появилось понятие госпитального набора. Затем был создан очень за короткое время опорный пункт в Ростовском госпитале, потому что Ростовский госпиталь – это госпиталь распределительный. Все раненые бойцы приезжают туда, в Ростов эвакуируются, а потом уже там распределяются по другим госпиталям страны. У нас все раненые находятся на персональном учете. То есть у нас нет такого случая, чтобы мы про раненого что-то не знали. Как только он появляется в Ростове, там, где идет приемка раненых, наши врачи всегда работают. И мы знаем про каждого сразу. Благодаря нашим врачам, которые, наверное, одни из первых в стране, добровольно выехали помогать в госпитале, они приехали в Ростов и встали рядом со своими военными коллегами
и участвовали в операциях, перевязках, в приеме, в лечении. И настолько хорошо сложились отношения, что это стало уже делаться у нас на постоянной основе. Министерство здравоохранения подбирает таких добровольцев, и я подчеркиваю, именно добровольцев. Вот, и, кстати, очередь есть туда поехать, желающих среди врачей наших достаточно много. И сегодня они уже работают и за ленточкой, как говорится, там, на территории новых регионов, и в Луганске, и в Донецке. Ну и во время СВО родилась идея, значит, отправить офтальмологов, потому что там узких специалистов очень мало. Все фактически врачи Донбасса на фронте. И вот по инициативе Ивана Петровича Луцкана, который приезжал к нам сюда, он тоже стал, кстати, народным депутатом, я его поздравляю, очень рад, он заслужил это такое доверие народа. И провели очень много, там много сотен операций. Ездили в Донецк, в Луганск, в Мариуполь и поняли, что это нужно делать на постоянной основе. Поэтому в этом году при очередном, значит, визите нашего Илдархана туда Арсений Сергеевич приехал и открыл уже филиал нашей республиканской клинической больницы офтальмологической в городе Кировском, в нашем подшефном городе. Вот, и они уже работают на постоянной основе. В целом поддержка российской армии в Якутии приобрела большой размах. Это и движение волонтеров по сбору помощи, также общественные движения, боевые шелкопряды, тепло рук и другие волонтерские движения. Несколько направлений. Да. Наше правительство, во-первых, из резервного фонда вот уже год, с осени прошлого года, выделяет специальные средства для того, чтобы мы приобретали необходимую дополнительную помощь для наших войск. Потом у нас есть фонд поддержки Донбасса, он создан давно, вот, но вот он активно работает сейчас, вот уже тоже в течение года, по сбору средств. Туда переводятся зарплаты наших работников, много очень переводят вот зарплат своих государственных служащих, надо сказать. Все, кто хотел бы куда-то хоть какие-то деньги перечислить, они могут это сделать через фонд поддержки Донбасса. И, конечно, вот боевые шелкопряды, да, или Илис-Лага, значит, вот я тоже у них был. Вы знаете, вот Илис-Лага, я бы что сказал, они вышли на такой уровень производства одежды для военных, что я думаю, что Юдашкин может позавидовать кое-где, да, значит, потому что на самом деле они постоянно совершенствуются. Я вот бываю здесь в командировке всегда, ну и в Якутию с тобой заезжаю, и вот там, где шьют военную форму, значит, шелкопрядами встречаюсь, я вижу, как развивается хорошее дело, которое и в мирное время будет продолжаться, так же, как и, да, как и наши, например, предпроизводители. Да? Вот я в технопарке каждый раз бываю, как только есть такая возможность. Вы знаете, за этот год-полтора они столько новой продукции стали выпускать, интересно. Это уже это серийное производство, это действительно заводское изготовление. Значит, они показали многие образцы, в том числе строительной техники, например. Такой агрегат сделали, который, конечно, сегодня будет востребован. Производство Хатутент является уже известным брендом, и вот они прошли большое количество сертификаций военных. Фронт — это серьезный, значит, экзаменатор. И вот наш электрический мотоцикл сегодня показали. Замечательный аппарат, простой, надежный. Вот, и развивать, если эту продукцию, она будет очень интересна. Ну а Сокола, я думаю, они имеют большое будущее, потому что они прошли самый жесткий тест, и в войсках очень сильно это востребовано. Ну а сегодня мы так посчитали по тем уже боевым щитам, которые есть которые уже у Сокола в активе,
Ну, прежде всего, конечно, в активе у Сокола это поддержка наших бойцов на переднем крае. Они вывозят в том числе раненых, они подвозят боекомплект и так далее, продукты. Это быстрая, надежная, всепроходная техника. Но они уже имеют и боевой счет. Это подразделения установили уже вооружение, это автоматические гранатометы, это противотанковые управляемые ракеты. Вот, и уже есть подбитая техника. Сегодня мы ее посчитали, она уже окупила, значит, все затраты на те более 50 экземпляров Сокола, которые сегодня мы направили на фронт. Потому что один Брэдли стоит больше, чем стоимость всей этой партии. Они уже один, как говорится, завалили, есть и другие, значит, цели достигнутые. Неплохо показали себя дроны «Камикадзе», которые созданы тоже нашей компанией здесь, в технопарке. Мы тоже отвезли туда, раздали на разные участки фронта, в разные подразделения. И сегодня получили почти от всех отзывы, они положительные, и тоже уже открыт боевой счет, который, видимо, тоже перекроет все наши затраты. Вся техника, которая производится у нас в технопарке, в Соколе, она фактически, за нередким исключением, она отечественная. И печи, которые они делают, значит, эти солнечные батареи, которые так необходимы сегодня на фронте. Замечательное движение, которое надо поддерживать и которое, самое главное, зыждется на том, что все эти люди, все эти наши замечательные современные кулибины, они очень хотят приблизить победу. Это самое главное, это залог нашей победы, это точно. Видим, что сегодня необходимо, конечно, создавать историю, та, которая пишется сегодня у нас в стране, и на фронте, и в тылу. Вот у вас называется серия передач «История в настоящем». «История в настоящем». Это очень правильно. Вот вы когда мне сказали, я сразу согласился с вами поговорить, потому что считаю, что сегодня мы должны реально организовать работу, к которой нас призвал президент Владимир Владимирович Путин, назвав всех участников специальной военной операции героями. А что это значит? Это значит, что о каждом из них мы должны знать все. И прежде всего, конечно, о тех, кто уже не вернется, которых мы проводили в последний путь торжественно с почестями, которых мы сегодня разыскиваем. Не должно быть пропавших без вести, в широком смысле этого слова. Мы должны знать о каждом все. И вот мы на опорных пунктах уже договорились, что наши сотрудники, выезжая в части, обязательно собирают всю информацию обо всех наших якутянах.